появляются пугающие статьи о том, что чай нужно пить почти сразу после заваривания, а тот, который настаивался часами, и тем более сутки, опасен. Почему нам ни в коем случае нельзя допивать вчерашний чай? Шокирующая правда. Ни при каких обстоятельствах не пить чай, оставленный с заваркой на долгое время. Вот и нутрициолог советует запомнить конкретный лимит, после которого чай превращается в отраву. Чай превращается в яд после того, как вы его приготовили, когда проходит 15 и более минут. А один из сигналов, что чай чересчур долго настаивает Ирина, мутная пленка на поверхности. Когда эта пленка поступает в организм, она там не расщепляется. Она оседает на стенках кишечника, тормозит перистатику кишечника. Он начинает плохо работать. Но главный вред, вроде как от токсина, который невооруженным глазом не разглядеть. В чае содержится вещество гуанин. Это не вредное вещество, оно содержится там наряду с кофеином. Но после 15 минут гуанин окисляется и превращается в гуанидин. Это токсическое вещество. Причем именно эти отравляющие свойства гуанидина давно применяются в сельском хозяйстве. Им травят насекомых на полях. Его добавляют в больничные антисептики, средства для очистки труб, жидкость для мытья полов, спреи против плесени. Но во всех этих растворах гуанидина сотые доли процентов. Яд настолько силен, что в чистом виде оставляет страшный кислотный ожог. А сколько же тогда этого вещества в кружке чая? Не пора ли писать об опасной побочке на упаковках? Встревоженная корреспондент Аня Шишминцева напросилась на чай в исследовательский центр. Если у этого вещества в самом деле такой губительный эффект, почему об этом не сообщают на пачках чая? Сколько вообще гуанидина выделяет постоявший напиток? Чтобы выяснить это, в лаборатории исследуют 3 вида чая. Свежезаваренный чай, чай, который постоит 6 часов, и чай, который будет завариваться сутки. И таких исследований в России проводили. И, кстати, чуть раньше эксперты проверили чай с российских прилавков на другие токсины. И в 40 из 48 пачек нашли пестициды. Химикаты приезжают с чаем прямиком с плантации. Фермер из Кении, которая в этом году вырвалась на 2-е место по чайным поставкам в Россию, показывает, что здесь вокруг озера Виктория все выращивают чай одинаково. Побольше химии, почаще, да поядренее. Посмотрите, эти гусеницы начисто жирают урожай. Ох, беда, как с ними еще бороться? Только ядохимикатами. Из-за всей этой химии появляются жуткие ожоги и кожные заболевания. Убийственный удар приходится и по здоровью тех, кто живет рядом с плантациями. Мы уже знаем наверняка, что у людей, которые живут возле агроферм, постепенно начинает развиваться целый букет заболеваний. От астмы до рака. И вот самое главное, когда такой чай встречают здесь, в Петербургском порту, на крупнейшей в России Балтийской таможне, то инспекторы на пестициды его не проверяют. Закон этого не требует. Чай – это низкофитосанитарный подкарантинный груз, на него сертификат фитосанитарный не требуется. Не проверяют чайные листья и на бактерии. И напрасно. Если чай настаивается несколько часов, то насыщается канцерогенами. Можно сопоставить результаты пакетированного и листового чая. Водой какой температуры ученые советуют заваривать чай для максимальной пользы? Я, как микробиолог, рекомендую нагревать воду именно до такой температуры. И даже ног. Ведь первый этап сушки прямо на земле под открытым небом. Всем Михаил. Мало взял, говорят. Поэтому бактерий с насекомых, птиц и грызунов на листьях тоже хватает, подтверждает профессор Шафнер из США. Среди таких бактерий есть энтерококки, сальмонелла, кишечная палочка. Их буквально полчища. Поэтому самый безопасный способ заваривания с помощью кипящей воды. Так можно обезвредить невидимую заразу. Я, как микробиолог, рекомендую нагревать воду именно до такой температуры. Не менее 95 градусов Цельсия. После этого воду необходимо слить и заварить чай заново.
Недаром и в китайской чайной церемонии принято выливать первую заварку. Да, в древних текстах говорится, что этот чай отдают духам, но зашифровано в это символично-метафоричный жест. Оказывается, конкретное мирское правило санитарной безопасности, которому в Китае следует уже тысячи лет. Чтобы смыть с чая грязь и разбудить вкус листьев, мы делаем первый пролив водой. Эту первую воду пить нельзя, остальное можно. Но если смыть кишечную палочку и сальмонеллу можно, то от плесени не избавит даже многократный душ. А размножаются грибки на листьях, когда производители экономят на сушке. Объяснили мне на чайной фабрике в Китае. Вот как по правилам надо сушить листья. Ох! Вот чего я не ожидал увидеть. Я еще и как кочегар. Удивительно простая история. Поставили угли, и теперь вентилятор. Вот. И теперь вентилятор через дырочки засасывает от углей горячий воздух, который заходит вот сюда и прогревает весь этот чай в течение 10 часов. И только к 7 часам вечера он будет готов. Ой, горячо. Так? Хорошо. Но куда дешевле прокалить его по-быстрому за пару-тройку часов, чтобы листья высохли наполовину, и отправить на фасовку. Дальше сам досохнет. К тому же, чем больше влаги, тем больше и весит чай. Тем крепче прибыль чайных махинаторов, которых, кстати, больше среди производителей чайных пакетиков, объяснили мне уже на Шри-Ланке. Это же бывший остров Цейлон. Поймите, делать пакетированный чай из первосортного чая экономически невыгодно. В лучшем случае возьмут хороший чай, порубят, но разбавят вот такими вениками или более низкосортным чаем. В худшем случае в пакетик попадет плесень и мусор. И российское исследование подтвердило, что качество чая в пакетиках бледнее на фоне листового. Можно сопоставить результаты пакетированного и листового чая. Более характерны для пакетирования. Именно в нем были выявлены случаи превышения содержания бактерий группы кишечной палочки и плесени. И это не единственное мутное пятно на репутации чая в пакетиках. Что же нашли ученые в пакетированной заварке? Сколько процентов чая, выращенного в России, на самом деле в упаковках с надписью «Краснодарский»? Его подменяют на африканский? Какое количество токсичного гуанидина образовалось в постоявшем чае? Расскажу во второй части расследования. Не пропустите. Сколько процентов чая, выращенного в России, на самом деле в упаковках с надписью «Краснодарский»? Его подменяют на африканский? Какое количество токсичного гуанидина образовалось в чае, который настаивался несколько часов? Мы проводили анализ двумя методами.